день отмены карантина в Алдане. Ощутимо ли послабление мер? В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией профессиональный праздник отмечают медсестры. Якутяне Айсену Дуалан Лугинову создают якутские мультфильмы, живя в Сербии. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Владимир Путин потребовал в полной мере довести до медицинских работников ранее выделенные из федерального бюджета деньги на доплаты. Президент выражает крайнее недовольство тем, что на сегодняшний день федеральные выплаты получили только половина медработников, взаимодействующих с ковид-пациентами. Путин предупреждает всех, он лично будет контролировать ситуацию с выплатами в каждом регионе. Кроме того, потребовал избавить медработников от проверок и ненужной отчетности, не отвлекать их от главного – спасения здоровья и жизней. 8 апреля, то есть больше месяца назад, предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. Однако, по имеющимся у меня данным, по состоянию на 9 мая указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах Федерации, а получили их, что называется, на руки 56 тысяч человек. А это меньше половины из числа тех медработников, кому начислены такие выплаты. А все средства на апрельские выплаты в регионы уже поступили. Поручаю главам субъектов Федерации наладить работу так, чтобы до 15 мая, сегодня 11, все медицинские работники получили положенные им апрельские выплаты. А правительство, Минздрав обеспечить здесь координацию и постоянный мониторинг. Я прошу иметь в виду, дорогие друзья, я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России. Еще один важнейший вопрос, который буду держать на контроле. 6 мая был подписан указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий медицинским работникам по аналогии с личным составом вооруженных сил. Страховка должна распространяться на всех, кто с первых дней участвовал в борьбе с эпидемией. Это принципиально. В целом прошу рабочую группу Совета по стратегическому планированию и национальным проектам совместно с Общероссийским народным фронтом рассмотреть ход исполнения этих и других ключевых поручений по поддержке граждан и экономики. Маски и перчатки поступили в продажу на всех станциях московского метро. Об этом сообщили в департаменте столичного транспорта. Средства индивидуальной защиты будут продаваться на 966 точках через кассы, вендинговые аппараты, а также в торговых павильонах. Цены в метро на средства защиты едины: 30 рублей за маску, 20 рублей за перчатки и 50 рублей за набор. В соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина от 7 мая использование средств защиты органов дыхания и перчаток теперь обязательно в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте и такси. Первый день отмены карантина в Алдане. Заметили ли изменения местные жители? Уже сейчас узнаем у Руслана Павлова. Руслан, приветствую. Расскажи, ощутимо ли послабление мер? Здравствуй, Юля. Да, с сегодняшнего дня город Алдан и поселок Ленинский начинают жить в новых реалиях. Снят режим карантина. Однако по-прежнему соблюдается режим самоизоляции. А это значит, что мы медленными шагами начинаем возвращаться к нормальной жизнедеятельности. Полиция по-прежнему охраняет порядок. Город оживился, побольше стало машин, пешеходов, сняты блокпосты на въездах и выездах из города. И вот что нам рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Денис Денисенко. С 12 числа режим карантина снят. Отменена пропускная система для граждан, живущих в городе Алдане и поселке Ленинский. Но это не значит, что открыто свободное перемещение граждан по территории города и района. Полицейские также будут проверять людей, которые идут на работу, идут в магазины, идут в аптеки,
по другим надобностям. Значит, в вечернее время режим самоизоляции никто не отменял. То есть граждане должны находиться дома. Единственное послабление, что с отменой карантинного режима граждане могут проезжать в магазины, аптеки, в больницы на своем личном транспорте. Вот. Значит, катание и хождение бесцельное по городу также запрещены. Поэтому полицейские работают в том же режиме, в каком работали в режиме карантина. Также будет проверяться масочный режим. Также будут проверяться водители и граждане, передвигающиеся по городу. К слову, те сотрудники Росгвардии и полиции, которые на протяжении месяца в условиях карантина помогали местным полицейским сохранять правопорядок в городе и в других населенных пунктах, сейчас находятся в изоляции. Они ждут результатов анализов. Только по итогам этих анализов будет принято решение, возвращать домой данный контингент или нет. Нет, на сейчас информации мы в том объеме, который нужно, не владеем, в том плане, что проведен отбор проб для проведения лабораторных исследований, результаты находятся в работе. По факту получения результатов будет принято соответствующее решение. И сегодня начался весенний призыв. Проходит он, конечно же, в усеченном варианте. Призывников в военкомате не так много. Соблюдается очень жесткий режим безопасности. Это касается всех участников процесса, как сотрудников военкомата, врачей, так и непосредственно призывников. Ну, отличие, конечно, есть. У нас сейчас расстояние гораздо больше, да, чем раньше у нас, скажем так, было, да, не менее 1,5 метров. Количество призывников, вызываемых на комиссии, очень уменьшено. Вот на сегодняшний день у нас 14 человек всего, потому что для соблюдения этих норм, необходимых дистанционных, мы можем только такое количество вызывать единовременно. Ну, соответственно, комиссию проводить в любом случае надо, потому что верховный главнокомандующий задачу поставил, вооруженные силы призыв не отменяют, но Республика Саха-Якутия является одним из тех субъектов нашего округа, который то же самое проводит мероприятия в соответствии с планами Генштаба и указаниями командующего округом. Сколько по плану на весенний призыв? У нас более 50 человек, мы однозначно с призывом справимся. Призывники приходят, понятно, там они были где-то на самоизоляции, все равно это подростки. Все здоровые? Да, пока у нас никаких нареканий, замечаний к ним нету. Ну, вот таким вот выдался у нас первый день без карантина. Мы следим за развитием событий. Юля. Спасибо, Руслан. Я напомню, это был наш корреспондент Руслан Павлов. В Южной Корее готовятся возобновить занятия в школах, дезинфицируют классы и другие помещения. Это часть послабления, однако может быть отложена из-за новой вспышки заболевания, рассказывает Татьяна Гамозова. В Сеуле начали дезинфицировать школы. Уже через 2 дня, согласно плану, могут возобновиться занятия для старшеклассников, которым предстоит в этом году поступать в колледж. В классах, коридорах и столовой распыляют обеззараживающие средства. Учащиеся помладше должны вернуться к занятиям в период между 20 мая и 1 июня. Но процесс может затянуться. Городская администрация предложила отложить открытие школ из-за новой вспышки заболевания. В субботу была приостановлена работа баров и ночных клубов, когда выяснилось, что в одном из популярных заведений побывал зараженный. Сейчас мы в критической точке, поскольку число заболевших в связи с ситуацией в ночном клубе растет. Мы проверяем школьные здания, чтобы занятия были безопасными. В понедельник в Южной Корее было подтверждено 35 новых случаев инфицирования коронавирусом. В воскресенье – 36. До этого примерно неделю суточный прирост был в 3 раза меньше. Самая знаменитая достопримечательность Парижа, Эйфелева башня, показала горожанам портреты борцов с пандемией коронавируса в стране на большом экране. Работники фронта были удостоены чести в ночь перед тем, как государство начнет свое поэтапное возвращение к нормальной жизни после нескольких недель карантина. Согласно данным, собранным университетом Джонса Хопкинса, во Франции зарегистрировано 176 тысяч случаев коронавируса, что привело к 26 тысячам смертельных случаев, связанных с вирусом.
На линии нижняя кромка ледохода у микрорайона Кангаласы. В ближайшие сутки ожидается вскрытие реки у села Намцы, где отмечаются подвижки льда. Уровень воды на 8 часов. По местному времени у села Табага 812 сантиметров, у Якутска 645, у села Намцы 581 сантиметр. У поселка Сангары лед поднялось, точный рост уровня воды составляет 40 сантиметров. На реке Алдан на участке Тамота-Льдикан наблюдается ледоход различной интенсивности. На реке Вилюй нижняя кромка ледохода наблюдается выше населенного пункта Верхневилюйск. В Покровске на Лени наблюдается густой ледоход. Уровень воды 8 метров 53 сантиметра при критической отметке 13 метров 70 сантиметров. В южных Наслегах у Луса уровень воды на реке Лени идет на убыль. В селах Кытылджура и Исит уровень воды будут измерять теперь не каждые 4 часа, а 2 раза в сутки в связи с тем, что угроза подтопления уже позади. По состоянию на 12 часов 12 мая нижняя кромка ледохода находится за пределами района. Верхняя кромка наблюдается в селе Титары. Уровни воды в южных Наслегах идут на спад. В центральных населенных пунктах и заречных Наслегах уровень воды поднимается с интенсивностью от 10 до 47 сантиметров. На реке Амга нижняя кромка ледохода наблюдается в пределах Татинского района. На участке Среднеамгинского Наслега уровень воды 10 метров 30 сантиметров, при критическом 10 метров. В процессе подготовительных работ у нас были подготовлены дамбы по 2 улицам, перекрыты трубы, 7 труб. Работала бригада из 34 человек. 2 трактора, 3 автомобиля. Это так, с 10-го уже начало резкое поступление воды из-за затора между Чемнаем и Харбалахом. Перекрыты у нас, перерезаны улицы Тепличная, Заречная, дорога на свалку и под угрозой смыва республиканская дорога. Это Кёль-Чечемах. С электричеством у нас в порядке, с нефтевазой заправка тоже есть, с хлебом, с продуктами пока все нормально. Но сейчас 3 бригады у нас постоянно работают по укреплению, повышению дамбы. Но нам необходима еще помощь по устройству шлюзов для труб и повышение полотна улиц, например, по Тепличному, Заречному, потому что уровень полотна не позволяет предохранить наши территории от наводнения. У населенного пункта Чемнаи наблюдается густой ледоход. На данном участке затор льда разрушился в результате проведенных взрывных работ. В Нюрбинском районе разрешено охотиться на уток с 14 мая. Инспекторы Госкомитета охраны природы проводят рейды, контролируют и выявляют нарушителей. Во время рейда проверили 30 человек, у 8 изъято оружие и добытые утки. Ущерб составил 21 тысячу рублей. Профессиональный праздник медицинских сестер в этом году проходит в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Многие из них сегодня находятся на передовой. Из-за пандемии их профессия вновь стала одной из самых востребованных во всем мире. Несмотря на риск заразиться коронавирусом, они ежедневно борются за жизни больных. День медсестры отмечается уже более 150 лет, но решение праздновать его 12 мая принято только в 1974 году, когда сестры милосердия из 141 страны объединились в профессиональную общественную организацию «Международный совет медсестер». Медсестра должна быть доброе, внимательное отношение ко всем пациентам, независимо от статуса людей. Должна быть доброй, чуткой, внимательной, отзывчивой. Самое сложное работа участковой медсестры – это, конечно же, график работы, потому что с 8:30 до 8 вечера, бывает иногда до 8 вечера принимаем больных. Вот. И в выходные, в субботу тоже выходим по дежурству с утра до обеда, выезжаем на дому,
берем анализы, делаем процедуры. Я уже привыкла, потому что вот уже как 8 месяцев работаю здесь и привыкла к такому расписанию, работе. Мне нравится. Выпускники якутской IT-школы, победители конкурса «Моя профессия» IT, Айсен и Дуалан Лугиновы живут в Сербии. Находясь вдали от родины, они создают якутские мультфильмы. Подробности у Айсены Бурнашовой. Сарыл, Сардана, Прошло ровно 3 недели, как первая серия якутского мультсериала «Игрячась Куланчуктар» или же «Ребята-близнецы» ворвалась в YouTube. Главные герои – озорные лошадки. Они любят играть на улице, петь песни, а иногда даже попакосничать. За яркой анимацией и выверенной графикой стоит кропотливая работа. Только одна серия такого мультфильма требует 3 недель упорного труда. Сценарий, раскадровка, иллюстрации, постпродакшн и, наконец, финальная обработка. И за всем этим стоят братья Лугиновы, 15-летний Айсен и 18-летний Дуалан. Мультипликацией мы начали заниматься в марте этого года. И в апреле мы выпустили нашу первую серию. А в нашем мультсериале показывается обычная якутская семья и их повседневная жизнь. Главные роли мы выбрали же ребят, потому что у нашего народа Саха лошадь является священным животным. Как делится с нами Дуалан, самое сложное в процессе создания вовсе не техническая часть, а сценарий и его посыл. С той самой идеей, которую авторы доносят до своих зрителей. Уважению к традициям и культуре народа Саха. Братьям помогает их мама. Поддерживаем, консультируем, сценарии вместе пишем. Конечно же, очень радуемся, видя их результаты. Средний сын Айсен очень хорошо рисует. Дуалан больше как руководитель проекта. Еще двоюродная сестра Августина, которая живет в Якутске, ей тоже 15 лет, как и Айсену, и она тоже помогает в иллюстрации. Озвучку персонажей делают в Якутске. Этой значимой частью мультфильма вместе со своей семьей занимается артист Гаврил Менкяров. Пока у студии «Сол» вышло 3 серии, впереди, как обещают авторы, еще несколько. В этом сезоне будет 10 серий, уже полноценные серии по 4-5 минут. И в начале будет интро, и в конце будет показываться, кто сделал, и наши спонсоры. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Сербия. Оставайтесь с нами, еще больше информации на наших сайтах.